В Кыргызстане впервые начали производить пуговицы и молнии-застежки. Сейчас это самый популярный вариант фурнитуры, используемый и в бюджетных, и в дорогих вариантах одежды. Они используются на рубашках и пиджаках, пальто и брюках. Проект «Кыргызтопчу» реализует открытое акционерное общество «Кыргызиндустрия». Процесс производства очень трудоемкий, требующий внимания и тщательности. Вначале подготавливается многослойный лист синтетической смолы для заливки в барабан. Далее затвердевший лист отправляется на гильотину для придания формы. И уже такие более-менее похожие на пуговицы кругляшки будут сушиться сутки, после чего производственный процесс продолжится. Безусловно, на производстве без брака нельзя. Для того, чтобы отобрать идеально круглые пуговицы, их засыпают в специальный аппарат. Теперь эти пуговицы готовы к фрезеровке, а именно к проделыванию отверстий, после чего пуговицы отправляются в барабан для шлифовки. Отметим, этот барабан в один раз вмещает в себя до 60 кг пуговиц, это почти 40 тысяч штук. Все, готовые пуговицы после гравировки засыпаются в барабан и закрываются. Примерно рабочий процесс у него длится около 15-20 часов. После этого еще раз проходит процесс отбраковки пуговиц, сортировки пуговиц, и готовая пуговица уже на выходе. Производственная мощность составляет 50 пуговиц в минуту. Это является хорошим показателем. На сегодня компания «Кыргызтопчу» уже берет индивидуальные заказы. Также ОСО «Кыргызтопчу» будет производить молнии-застежки. На сегодняшний день оборудование уже находится в цехе. В скором времени специалисты открытого акционерного общества «Кыргызиндустрия» будут запускать цех по производству молний-застежек. Компания расположена в 16-м цехе государственного предприятия «Бишкекский штамповочный завод». На первом этаже этого цеха размещен цех по производству пуговиц. На втором этаже будут производить молнии-застежки. Отметим, решением Кабинета министров Кыргызской республики неиспользуемые объекты государственного предприятия «Бишкекский штамповочный завод», в том числе цех номер 16, были переданы в безвозмездное временное пользование открытому акционерному обществу «Кыргызиндустрия». Состояние объекта оставляло желать лучшего, и силами открытого акционерного общества «Кыргызиндустрия» были проведены ремонтные работы.